ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 11:05. Совместное совещание Госсовета Республики Коми и Ухтинской администрации. Тема состояния воздуха в Ухте и Сосногорске. Участились жалобы от жителей. Многие чувствуют резкий неприятный запах со стороны заводов. Кроме того, появляются сообщения в социальных сетях. В одной из них мэр Ухты Игорь Михель провел опрос. Участники почти 1000 человек. Большая часть, 77%, ответили, что ощущают неприятный запах. 15% нет. Остальные, 8%, с ответом затруднились. Чиновники направили запросы в контролирующие органы, среди них Роспотребнадзор и Росприроднадзор. В период 2013-2014 годов было выявлено превышение выбросов загрязняющих веществ по предприятию «Лукойл Ухта нефтепереработка». Во второй половине 2014 года, январе 2015 года наблюдались несколько случаев загрязнения атмосферного воздуха на уровне предельно допустимых концентраций в городе Сосногорск. В ходе проверок повышенного уровня загрязнения и вправду нет. Обнаружены вещества двух категорий – углеводороды и сернистые соединения. Для них источник только рукотворный. Но кто именно, до сих пор неизвестно. Их может быть несколько – организованных и неорганизованных. Всего до 300. То, что происходит в последнее время, это уже бьет все рекорды, потому что бывают моменты, когда дышать действительно нечем. В частности, с 12 на 13 мая был, на мой взгляд, апогей всего мыслимого и немыслимого. Это когда значительная часть граждан, ухтинцев, фактически задыхалась. Игорь Шиманский в счет времени своего выступления просит заслушать горожан, ведь некоторые из них жалуются не только на неприятный запах, а на ухудшение здоровья. Ухтинец Александр Макаров – отец 3 детей. Он предоставил фотографии, сделанные в ночь на 13 мая в половине 3 ночи. Мужчина утверждает, изображенная на картинке установка работает только по ночам, да и то раз в полгода. После данных отравлений, я считаю, это отравление города, моего ребенка со школы отстранили от занятий, направили в больницу. В больнице сказали, что у меня аллергия у ребенка. Я сдал анализы платные, потому что у нас в городе нет бесплатных, в инвитро. Данные анализы показали, что у меня нет у ребенка аллергии. Но ребенок 4 дня у меня задыхался, кашлял и чихал после ваших этих выбросов. Несмотря на активное недовольство горожан, в Ухтинскую прокуратуру никто не обращался. За последние полгода по загрязнению воздуха не было ни одного заявления. Поэтому председатель Госсовета Игорь Ковзель попросил ухтинского мэра написать заявление самому. Странная майская ситуация требует внимательного отношения. Как, впрочем, вся ситуация вокруг спорного качества воздуха Сосногорска и Ухты.